Здравствуйте, Вадим Олегович. Закончилась серьезная работа. В чем уникальность этого проекта? Его можно с чем-то сравнивать? Мы говорим сегодня с вами вот об этой Библии на чувашском языке, которая вышла в свет и которую я держу в руках. Да, это уникальный проект, уникальный не только для нашей страны, но, наверное, для всего мира. Проект осуществлялся Российским библейским обществом. Основная задача Российского библейского общества, так же, как и объединенных библейских обществ, донести Библию для каждого человека, чтобы эта священная книга вошла в каждый дом. В России более 100 языков, но Библию на своем родном языке сегодня, вот до сегодняшнего дня, имели только русские. Только на русском языке была переведена полная Библия. И вот второй народ в России, чувашский, получил полную Библию на своем родном языке. Это уникальное событие и для России, и, повторюсь, для всего мира. У этого проекта есть исторические корни. Вы знаете, это очень глубокая история. Еще в 1813 году в России было создано Российское библейское общество, основной целью которого было донести Священное Писание до каждого человека. И в те же годы начался перевод Библии на национальные языки народов России. И один из первых языков, на который начался перевод в те годы, это был чувашский язык. В 1819 году был переведен Новый Завет на чувашский язык. Затем этот труд был возобновлен и продолжен великим просветителем чувашского народа Иваном Яковлевичем Яковлевым. Он, опять-таки, основываясь на переводах Российского библейского общества, произвел перевод всего Нового Завета и части книг Ветхого Завета, которые были изданы. Затем на долгие годы эта работа была забыта. И вот в 1992 году чувашские священники обратились к Российскому библейскому обществу с просьбой возобновить этот проект, возобновить перевод Библии на чувашский язык. Я знаю, что в творческую группу по переводу в течение 18 лет входили разные люди. Кто они? Ведь у каждого из них были свои определенные задачи. У истоков проекта стояли митрополит Чебоксарский, Чувашский Варнава, отец Илья Карлинов, вот такие люди, как представитель Объединенных библейских обществ Мануэль Джибашьян, первый консультант этого проекта, отец Сергий Овсянников. Вот тогда же была в 1992 году сформирована группа чувашских переводчиков, которая приступила к переводу тех книг, которые не были до того времени переведены Яковлевым, группой Яковлева. На протяжении ряда лет с нами работала целая группа переводчиков, ряд из них уже, к сожалению, ушли от нас. Вот работали такие люди, как Афанасьев, Гордеев, Григорьев, Лисина, Львов, Таллерова, Тимофеев, Трофимов, Дмитриев. То есть большая часть переводчиков, множество редакторов. Например, работали богословские редакторы питерские, такие как Аржанов, Сизиков. Работали консультанты объединенных библейских обществ, научные консультанты. Множество людей обеспечивало техническую сторону переводов, такие как Вячеслав Платонов, потом Егорова Людмила. Множество людей, то есть, оказывали содействие этому переводу и помогали ему. Я перечислил далеко не всех, но, конечно, в центре этой работы стояли переводчики и редакторы. Именно их слово, их перевод и должен был дойти до читателя. И надеемся, что он дошел в том неискаженном виде, в котором читатель и должен видеть Священное Писание. Я знаю, что было несколько этапов.
Работа продолжалась долгих 18 лет. Перевод Библии, перевод Священного Писания – это вообще чрезвычайно тяжелая, сложная и кропотливая работа. Требуется высочайший профессионализм переводчиков, высочайшее чувство ответственности, потому что книга вечная. Перед тем, как перейти к полному изданию, перед полным изданием, у нас было несколько пробных изданий, которые мы на чувашском языке, которые мы делали вот здесь, в Чебоксарах, издавали книги пророков в 1998 году, Пятикнижие Моисея в 2001 и книги «Премудрости и Псалтырь» в 2004 году. Были пробные издания, на основе которых мы исследовали восприятие читателя, насколько для читателя этот текст будет понятен, насколько он будет близок. Шли долгие исследования текста для того, чтобы наиболее точно перевести оригинал текста на чувашский язык. Оригинал текста, как вы знаете, написан Ветхий Завет на древнееврейском языке и Новый Завет на греческом. Так вот, шли многократные сверки с древнееврейским оригиналом. Что касается Нового Завета, он был переведен Иваном Яковлевичем Яковлевым, но мы, так сказать, с благословения митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы произвели небольшую редактуру этого перевода, орфографии и так далее, небольшую редактуру, чтобы для современного читателя это был современный литературный чувашский язык. А что, на ваш взгляд, специалиста было самым сложным в переводе? При каких условиях можно считать, что перевод удачный? Самое сложное в переводе, в любом переводе, это работа переводчика. И низкий поклон чувашским переводчикам за ту большую, главное, ответственную, я бы даже сказал, богобоязненную работу, которую они вели. Переводилось и редактировалось, и исследовалось буквально каждое слово перевода. Это люди, которые отдали этому переводу, я не побоюсь, часть своей жизни. И, конечно, их работа будет помниться вечно. Завершала этот уникальный проект Ева Николаевна Лисина. Я понимаю, что очень трудно давать оценку, и все же, с вашей точки зрения, она справилась с этой очень ответственной и серьезной работой. Большую роль сыграла выпускающий редактор Ева Николаевна Лисина. Она, собственно, сводила воедино все переводы и придавала им единый стиль. Это очень сложная, ответственная работа. Ева Николаевна работала в очень тесной координации с нашими богословскими редакторами, переводческими консультантами. Постоянные, знаете, это было огромное число писем, телефонных звонков, личных встреч, когда обсуждалось буквально каждое предложение, выверялась буквально каждая запятая. И этот труд Ева Николаевна провела с огромным, внутренней ответственностью, огромной внутренней ответственностью. Я знаю, что Ева Николаевна очень верующий человек, и наверное, какой-то Божьи силы давали ей помощь в этом таком ответственном и очень тяжелом, я вас уверяю, труде. Всегда сложно переводить на любой национальный язык с языка оригинала, потому что, скажем, те реалии, которые были в древнееврейском, скажем, мире, донести до современного читателя порой очень тяжело. И помощь, кстати, Еве Николаевне очень большую оказывали чувашские священники. А в чем вы видите предназначение этой книги сейчас в современном мире? Библия – это книга для людей. И мы надеемся, что эта книга, она войдет в каждый дом. Она должна быть в семье, понимаете? Вот как семья – это основа общества, вот эта ячейка общества, так Библия – это основная книга в семье должна быть. Самая читаемая основная книга. Она не должна стоять на полке, она должна читаться.
Родители должны читать детям, и дети должны потихоньку привыкать, понимать, что такое Библия. Ну, мы также надеемся, что эта Библия будет использована и в церквях Чувашии. Спасибо, Вадим Олегович, за интервью.